Добрый день! В эфире «Актуальное интервью». В современном мире пропажа людей, детей в частности, все еще является острой социальной проблемой. Существуют специализированные организации, которые помогают вести поиск пропавших, а также повышать уровень информированности общественности о правилах безопасности, чтобы количество этих поисков сократилось. В Якутии пропавших людей тоже ищут не только полиция и спасатели, но и волонтеры. Их наставник и руководитель в Нерюнгринском районе Олег Попов. Настоящий профессионал, на счету которого десятки успешных разыскных мероприятий. А скольких удалось избежать благодаря профилактической работе, сосчитать вряд ли удастся. Добрый день, Олег. Расскажите, как начался ваш путь, что стало отправной точкой? Здравствуйте. В 2013 году в селе Синск, это возле Якутска, пропали две девочки. 3,5 года буквально, там 3 года им. И это вызвало большой резонанс по республике. Туда ездило очень много волонтеров, они искали. Я в то время был как бы далек от этого всего. И просто в соцсетях наткнулся на статью, что вот происходят поиски. Заинтересовался, начал следить за этими поисками, как это все происходит. Ну и у меня тоже дочь растет. Я подумал, а что случится, если моя дочь вот так потеряется, и кто же ее искать будет, наш тоже как-то помогать же кому. У нас наверняка, думаю, такие ребята есть. И я решил обратиться в полицию. Ну, я начал искать волонтеров здесь в городе. Не нашел. Обратился в полицию и говорю, вот есть у нас такие волонтеры, которые хотят, помогают? Говорит, то нет. Ну, если что, я готов. Вот. Ну, вот так вот у нас началось. То есть там первый у нас был поиск, это мальчик 3,5 года, тоже или 3 года, и вот он уже, ему сейчас 13 лет практически, да. То есть он вышел из Ленина 6-2 где-то в том районе и пропал. Мать часа через 3 обратилась за помощью в полицию. На то время была в уголовном розыске также работала. Обратилась ко мне, говорит, что ты там поможешь, не поможешь, что-то хотел же. Давайте. Я позвал своих друзей, мы сделали самостоятельно, пришли туда к родителям, познакомились, представились, взяли фотографию, сделали свою собственную ориентировку. Первую, это вообще такая была. Разместили в соцсетях, в Одноклассниках. И где-то часам к 6, наверное, мужчина увидел эту ориентировку, тоже говорю, и увидел, мальчик идет. Он взял мальчика и привел домой. В то время у нас еще не было такого опыта, как проводить эти поисковые мероприятия, как делать ориентировки. Вообще непонятно было, что это такое. Мы брали за прообраз как бы работу полиции, с ними общались, развивались, разговаривали. Я начал общаться с другими поисковиками, которые тоже в то время, оказывается, у нас было очень много по России отрядов таких поисковых. После этого мы начали работать с Россоюзпасом, местным ПСО, прошли у них обучение. Ну и работали на территории Нерюнгринского района, в принципе, достаточно успешно. У нас в год примерно где-то 15, 18, 20 заявок вот у нас было регулярно. Это с учетом того, что далеко не все обращения нам подавались, потому что и же разные там сортировка, у них свой фильтр здесь. И так мы до 2018 года мы развивались как отряд «Поиск Неру». В 2018 году мы хотели как-то легализоваться под эгидой ДОСААФа. Мне позвонил человек и говорит, Олег, вы занимаетесь поисками, вот мы вашу страницу увидели в соцсетях, вы занимаетесь поисками, не хотели бы с нами сотрудничать? Говорит, мы Национальный центр помощи, вот то-то, то-то, меня зовут Дима. Вот с тех пор мы с Дмитрием поддерживаем очень плотные такие прям дружеские отношения, потому что Национальный центр это стал действительно не просто там, по-моему, они стали, действительно семья. То есть это семья из 45 на сегодняшний день регионов, и они прибавляются, они растут, добавляются у нас. Мы встречаемся на учениях очень часто, потому что у нас каждый год, ежегодно у нас идет повышение обучения. То есть мы встречаемся, обмениваемся опытом, рассказываем друг другу, что у нас нового, какие мероприятия проводят, какие поиски были, что было плохого, что было хорошего. И в 2018 году, когда приехал впервые на учение в Хабаровск, я посмотрел, там было у нас около 40 волонтеров. Я посмотрел, такой, как так, сколько много людей. Я вот честно, это было первое для меня, я уже понял, что я выбрал правильный путь, потому что это, в принципе, это действительно востребовано, а не то, что я тут какой-то партизан. После этого учения продолжались.
Я уже вот то, что мы прошли там, я приехал сюда, начал рассказывать своим ребятам, говорю, вот так и так, технологии поиска вот такие есть, они вообще отрабатываются вот так вот, потому что у нас, действительно, у нас был опыт теоретический и практического опыта у нас такого, чтобы у нас действительно учили эксперты, профессионалы, как они сейчас делают это, таких у нас не было. И я понял, что в принципе это вообще здорово. Начал вот этот опыт передавать здесь. В 2019 году мы зарегистрировались как юридическое лицо, полноценное территориальное подразделение Национального центра помощи. Я стал его директором. Ну, что мне это дало? Во-первых, больше внимания сталось уделять профилактике и именно проведению мероприятий, направленных на безопасность детскую. Потому что если изначально мы эту всю литературу собирали, вот эти все пособия, что-то спрашивали, где-то это все собиралось. Сейчас у нас также все эксперты это собирают на Национального центра, собирают, формируют. Это все наши методические пособия, учебные пособия, они прошли согласованно с Министерством просвещения и готовы как бы к проведению занятий в школах, то есть они адаптированы. В ней, где мы пошли чуть-чуть дальше, мы эти же материалы, наши педагоги адаптировали вот для детей ВЗ. И мы сейчас вот прям очень хорошо начали работать с этого года, с прошлого, с детьми ОВЗ. Там нету такого, конечно, как чтобы мы сидели, уроки рассказывать чуть по-другому, но тем не менее видно прогресс вот этот, да, что они понимают, что им это интересно. И когда мы приезжаем на следующий день, мы возвращаемся, ну не на следующий день, вернее, на следующий раз мы разговариваем, мы знаем, что не зря пообщались, потому что они запоминают. Они нас уже узнают, они радуются, когда мы приезжаем. И на сегодняшний день у нас уже собрана полноценная команда, такая СПГ, это старший поисковый групп. Это не команда волонтеров, которые готовы единовременно броситься и поискать. Я бы хотел, и все бы хотели, и все об этом мечтают. Ее нету и не будет. Мы организовали группу СПГ. Это люди, которые имеют уже опыт за плечами, они знают, как делать, они прошли ряд учений, сами обучились и готовы обучать других. То есть мы обучаем, запустили проект «Школа волонтера», благодаря которому простые горожане они могут прийти, что-то узнать для себя. Это основные моменты, которые у нас прописаны. То есть это правовая база, это самое главное, что нас беспокоит. Потому что отзывчивость и доброта – это хорошо, но дело в том, что это все-таки это работа полиции, это оперативное все-таки мероприятие, оперативно-розыскное. И есть много таких моментов, которые надо учитывать. То есть это и неразглашение информации, неразглашение персональных данных потеряшки, неразглашение любой информации, которая поступает. По окончании поиска полиция сама расскажет, что есть, у них есть специальная пресс-служба. Нас это не касается, потому что мы именно волонтеры, мы в помощь полиции. Мы не выполняем услуги, мы не можем комментировать их действия. Мы можем комментировать свои действия в рамках, опять же, соглашения, которое у нас заключено, и правовой базы. Угу. А вообще большие возможности сегодня у центра? Я так знаю, что вы выезжаете на обучение. Благодаря чему это стало возможно? Благодаря центру у нас перспективы, я говорю, очень сильно повысились. То есть мы можем сейчас уже говорить о том, что у нас есть в Якутии около 30 человек, обученных по системе РУС, это которые готовы выйти в поиск в каком-то определенном моменте. Это число будет неизменно повышаться. Но обучение, это, конечно, скажется на времени реагирования и на качестве поиска. Это, безусловно, это очень хорошо. Но еще такой момент есть у нас. Возможности центра не ограничиваются только поиском. Мы проводим мероприятия по безопасности для детей, для того, чтобы они, выезжая в большие города, уже знали, как реагировать. У нас нету метро. Но если ты не знаешь, что такое метро, еще не знаешь, как с ним делать, ну это страшно, если потеряешься, да. То есть, имея какое-то уже представление, как реагировать, оно же все там интуитивно понятно, просто к этому надо быть готовым, что в принципе у нас все настроено на твою собственную безопасность. Надо просто присмотреться и не делать глупости. И развиваясь в этом направлении, мы, конечно, пишем проекты, гранты, мы разрабатываем какие-то методические пособия для работы с детьми, пишем проекты, положения. И наши проекты, вот проект «Безопасные навыки» был очень хорошо оценен на международном форуме, даже вот мы вместе. То есть мы предоставили полностью игру «Безопасный интернет» и «Безопасные навыки», в которую играли все спокойно. Ты кидаешь кубик, у тебя выпадает вопрос, ты на него отвечаешь. Если не отвечаешь, тебе его говорят ответ. В чем прелесть этой игры? В ней, конечно, можно выиграть и проиграть, как бы там у нас условные призы есть, но всегда ты знаешь ответ на какой-то вопрос. То есть, когда человек задает вопрос, все слушают игроки, они его слышат. Вопросы повторяются. Это не потому, что игра такая простая. У нас там более 600 вопросов. Мы их сформируем так, чтобы они повторялись, для того, чтобы детям проще было. Он же радуется, вот, допустим, о, у меня такой же вопрос, а я уже ответ знаю. Он думает, что он схитрил, а он усвоил материал.
И нам это как бы на руку. Вот эта игра была отмечена, и также работа группы информационного сопровождения. Это группа, которая принимает, отрабатывает, скажем, что она принимает 100% участие, это однозначно. Она отрабатывает до 90% информации, заявок, которые мы отрабатываем. НЖ, вот эти 90% это зависит от работы группы информационного сопровождения. То есть это грамотно отлаженная система оповещения, грамотно отлаженная система взаимодействия с полицией и между собой коннект. И вот это было наше, тоже вот этот проект тоже был признан хорошим и тоже был оценен. Если произошло такое, пропал человек, какие первые шаги, куда обращаться, как выйти на вас и что вообще? В первую очередь, если у вас потерялся ребенок, скажем, конкретно уже эта ситуация, да, в первую очередь, конечно, надо убедиться, что он действительно потерялся, а не дома где-то спрятался. Бывают такие случаи. Прозвонить родителям, друзьям, соседям, то есть уточнить, может он у кого-то задержался, может нет. Можно не заморачиваться даже прям, не тратить время на эту процедуру, потому что это действительно такая ситуация, когда важна каждая секунда. Можно сразу звонить в полицию. В любом случае также можно обратиться к волонтерам, но мы не начнем принимать какие-то действия, мы расскажем, что делать дальше. Мы соберем информацию о потеряшке, начнем уже вести информационный поиск. К активному поиску мы не сможем приступить, и ориентировку мы распространять тоже не можем, потому что это распространение персональных данных, которые они, подписывая заявление в полиции, они подписывают разрешение на передачу персональных данных, потому что для ориентировки. Наша ориентировка отличается от ориентировки, которая изготавливается полицией для внутреннего пользования. То есть она немножко адаптирована для социальной среды. Там указаны номера телефонов волонтеров штаба, дежурной части 102, горячая линия национального центра, которая в Москве 8800. То есть вся конкретная информация, куда можно обратиться. Там же есть QR-код, по которому можно проверить актуальность ориентировки, и номер, порядковый номер, дата, все такое. Сейчас вот почему я акцентирую на это внимание, потому что, к сожалению, злоумышленники даже сейчас пользуются ориентировками. Для чего они это делают? Во-первых, они вставляют там, допустим, свой номер для розыска каких-то там потенциальных жертв своих, либо должников, либо еще что-то. Мы только от полиции принимаем заявление. Неизвестно, с какими умыслом этот человек будет, да, обращается к тебе. Мы наши ориентировки после закрытия, мы их блерим, убираем, то есть не хотим. Потому что человеку не очень приятно, что его искали, допустим, он может просто в гости пошел, может даже если он действительно потерялся, неважно. Нас это вообще не волнует. Мы выполнили свою функцию, мы забыли. Спасибо, Олег, за нашу беседу, за ваше участие, даже больше за организацию таких благих дел. А с нами в студии был Олег Попов, руководитель якутского отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Берегите себя и своих близких.